Всем привет! Это город Ялта. Город Ялта. Это у нас Приморский парк. Может, кто подключится. Ну что, давайте походим с вами немножко. Сейчас уже вечер. Здесь 6 часов 5 минут в Ялте. Ялта – это город в Крыму на побережье Черного моря. Смотрите, Приморский парк. Вот такие тут апартаменты сдаются, продаются. У кого денежка есть, может ее себе позволить, это жилье. Так, ну а здесь, смотрите, вот эти вот типа алоэ, да, агава или как она называется, пальмочки. Вот один человек уже подключился. Ой-ой-ой, я чуть не долбанулся. Тут ступеньки вот эти вот. Капец. И на них можно упасть. Поэтому надо под ноги смотреть. К сожалению, Ялта, город, находится на горах. В горах. Поэтому рельеф вот такой вот здесь. Такой вот рельеф здесь, горный, как говорится. Места есть в горку, места есть такие более-менее равнинные. Пальмы. Смотрите, да? Тут, кстати, пальмы ненормально еще сохранились. То вот это что-то ей плохо. Вот эта пальма точно завяла. Смотрите. Беда с этой пальмой. Смотрите, там все это завяло. И вот там вот немножко только осталось. Видите, завядшие. Снизу смотрите, какая она. Кошмар просто. Будто бы кто-то грыз. Голуби ходят, люди. Светильнички. Такие вот. Тут она обновленная. Смотрите, какую здесь брусчатку положили. Сейчас вот принято брусчатку ложить. Она более удобна. Как бы и такая более стильная, конечно. Вот собачек здесь выгуливают, так сказать, богема, которая позволяет себе тут апартаменты снимать. Какие-то растения. Что это такое? Водка, что ли? Салют? Что-то не пойму, бутылка какая-то валяется. Пошли. И мы вот сейчас с вами пройдемся. Пока у меня заряд батарейки есть. Надеюсь, не сильно трясет. Стабилизатор что-то я не взял. Хотя тут говорят, что плохая связь в Ялте. Ну, у меня волна. Немножечко поснимать я не буду, к сожалению, трафик тратить. Дорогой трафик. Там сколько-то 15 гигабайт всего дается интернета на месяц. Так, и сколько я заплатил? 600 рублей за эти 15 гигабайт. Поэтому, если он у меня кончится, трафик, мне придется докупать, какую-то денежку платить. Вот тут фонтан такой вот. Фонтан, к сожалению, работает. Хотя, в общем-то, проблема с водой как бы решена в Крыму. Но почему-то фонтаны не работают здесь большей частью. Так, вот это вот фрирайд. Тут мы проходили сейчас, лазили по этим веревкам. Ну, тут два фрирайда веревочных парка. Один в районе отеля Ялта Интурист. О, собачки. Привет, Паша Света, привет. Да, вот ходим тут. Последний у нас денек сегодня здесь, поэтому вот дышим воздухом. Легкие прочищаем.
Да, с семьей. Ну, с частью семьи, не вся семья, часть семьи. Кто-то не смог поехать. Так, поэтому путешествуем. Потом мы поедем в рядом с Алуштой Семидворье, да, Семидворье туда. Жаль, что последний день. Да не, мы еще покатаемся здесь. Вот это тут веревочный парк. Интересно у них почему-то. Вроде бы лето, да? Вот здесь вот режим работы до 20 в летнее время написано. А работает он до 18. И все, закрыт уже. Сейчас время у нас 6 часов 11 минут. Ну и здесь вот элитные апартаменты. Не, мы еще тут поездим. Вот такие тачки. Здесь супер-пупер. То есть парк уже как автостоянка используется. Смотрите, какая машина. Крутая машина какая. Какая-то кабриолет даже, да? Вот здесь понаставили на машин. То есть это уже не парк, а какой-то, не знаю, автостоянка. Ну вот жителям этих домов надо где-то парковаться же. Ох, а то фиг гоняет. Как это? Тут же горы. Вообще сегодня, конечно, ехали. Значит, мы в дом-музей Чехова ходили. И на такси ехали. Но это еще тот трэш. Еще тот трэш. Кататься по этим ялтинским улочкам, это уши закладывает. Они, во-первых, узкие, все машины заставлены воду, этими машинами заставлены. А смотрите, вот это почему-то оно не заполнено. Вот это Азовское море, воды нету совсем. Я говорю, проблема же решена, а воды нету в бассейнах. Вот Крымский мост, это Черное море. Что они делают с ней? Уже вроде как сезон начался. 2 июня. Вот смотрите, какие тут шикардозные дома. Вау! Вот где жить надо. Вот здесь вот парк-отель. Приморский парк. Здесь, по-моему, агентство недвижимости есть. Спа-отель. Так, что там пишет? Ага. Опс. Тут дорожка вот эта вот вниз идет. Вниз идет дорожка. Вот я слышу музыка и шум фонтанов. Вот тут вот хоть есть. Но здесь ресторан фабрикант. Ну и они, видать, вот этот содержат. Людей мало. Ну вот люди, да, ходят. Ну как мало, не мало, но нормально. По мне так нормально. Там машин много очень в самой Ялте. Жуть просто. Все дороги заставлены. Это как сказать, людей мало. Так ходит мало, да? Ну, как бы, ну это даже и хорошо. Вот светомузыкальный фонтан. Здесь ресторан-фабрикант. Можно посмотреть меню. Так, вот у них в таком стиле старом написано. Вот, 550 рублей за 100 грамм. Бастурма, скумбрия 550. Палочки из сыра моцарелла 480, креветки 640, это за 100 грамм. Ну-ка, а алкоголь сколько стоит? Здесь вина, во. Бутылка Траминер какой-то, 3750 рублей. Так, бутылка вино сухое, Пино Нуар, 7800.
Вот такие цены здесь примерно. Ну, можно чуть подешевле, за 2000, за 1600 купить бутылку каберне. Ну, это самые дешевые. А вино белое, сухое, 220 рублей. Это фужер получается. А, 100 миллилитров, 100 миллилитров. Здесь вот такой вот фонтанчик. Музыка камерная такая вот классическая играет. Такой вот фонтанчик здесь. Свежесть, это когда зной. Свежесть хорошая такая от него. Вон там я смотрю, там вот телефоны. И на этих телефонах номера, по которым можно позвонить. И вот в этом доме элитном в Приморском парке себе жилье арендовать или там, не знаю, купить, снять. Департамент недвижимости. Artline. Все предложения квартир в Приморском парке. Сайт тут указан у них. Вот, пожалуйста, звоните, телефон их, все есть. Вот такие вот дома здесь. Вот, строительство идет. Ну и мы дальше. Сейчас до этого, как он, не беды, господи, где водичка-то течет бесплатная. Дойдем. Так хорошо, мне наоборот нравится, что июнь месяц и народу немного. Нету такого столпотворения, как бы, да. Ну, люди отдыхающие есть. Обычно в июне же еще мало. Вот июль, август будет, там тогда будет очень много людей отдыхать. Пальмы. Кому интересно. Вот, кстати, какая-то на них эпидемия здесь в Ялте. Смотрите, вот они завязшие, да, какой-то то ли жук, то ли насекомое их поразило. Смотрите, оно внизу какое-то. Вообще как будто бы терлись об него. Вот недвижимость от застройщика. Вот здесь вот, пожалуйста, вот, отдел продаж. Фитнес-клуб, вон туда, вон по этой дорожке идти. Вот эти вот амфоры какие-то древние здесь стоят. Вот девушка изображена. Вот видно, да? Вот амфора тоже. Но почему-то вот эти ручки обломаны. Смотрите, вот. А с одной стороны есть, а со второй нету. Тут же, смотрите, тут элитные апартаменты, да, все там миллионы стоят, а ручки они не могут приделать. И у этой амфоры тоже ручки вот эти обломаны. Видали, да? То есть когда-то обломили. Ну что сделать вот из этой фигни такую, да? Сюда приклеить ее, чтобы хотя бы... Ну, ё-моё. Я не знаю, короче. Вот такая брусчаточка хорошая. Продажа, аренда. Короче, здесь все продается, все покупается, все сдается. Пожалуйста. Ну вот, то, что осталось от Приморского парка, по сути дела. Кстати, насчет пальмы, они там вот на набережной Ялты вообще спилены. Там где-то 10 этих пальм. То есть этот какой-то жук поразил их. И их пришлось спилить. Не знаю, в прошлом году еще, по-моему, что ли, беда напала. Вон еще киоск Союз Печати, кстати, стоит еще с советского времени. Так, вот там что написал мне. Сейчас почитаем. Этим летом, наверное, будут рекорды по машинам, учитывая ситуацию с самолетами, все рванут на своих железных. Ну, смотрите, да, вот здесь вот, да, Приморский парк, сколько машин. Кстати, вот тут такие электробусы ходят. Пожарный выезд. Вот тут даже, смотрите, машины стоят. Вот здесь вот. Раньше же не было здесь машин. А сейчас здесь вот машины стоят. СПА, Дель, Приморский парк, карта, схема, караоке.
Вот, смотрите. Вот здесь вот, где колоннада, сколько здесь машин, как грузовикам нельзя ездить. То есть тут идешь, гуляешь и одновременно дышишь выхлопными газами. Ну какой парк может быть с машинами? А вот эта дорога туда на колоннаду. Ну, туда не буду подниматься. Лень тащиться в гору. Так. Ручки от амфоры на память отрывают. Так они сколько лет уже оторванные. Сколько лет? Смотрите, какие-то столбики, видать, это ограничитель. Ох, тут гонщики, вот эти вот самокатчики. Я вообще не знаю, как тут можно на этих самокатах. Не затормозишь и влезешься. Он светится. Видать, специально сделано, чтобы это видели. Столбик. Это уж дальше точно проезжать нельзя на машине. Вот везде камеры стоят. С этой... с обнаружением личности. А это Антон Павлович Чехов, выдающийся русский писатель. Вот, и этот памятник еще в каких-то далеких 50-х годах открыли. Тогда этот Приморский парк здесь выглядел совсем совершенно по-другому. Здесь вот этих деревьев, конечно, не было. Ну и фонтан. Фонтан, который заброшен. Не знаю, плитка вот там облетела что-то. Вообще отколупалась плитка. Вон, смотрите, какая зеленка. Я не знаю, почему не делают. Что, денег нету, что ли? В бюджете города. Кстати, сегодня сказали, что... вот бювет. А я что говорил? Я говорил биде. Бювет, блин. Сейчас туда подойдем. Он сказал, что раньше Ялту постоянно мыли. Ну, вот этими машины, которые ездили, поливали, да, поливалки. А сейчас они нифига не ездят, и весь город пыльный и грязный стал. Так, бювет питьевой минеральной воды в Приморском парке. Вот халявно, можно воды попить. Если у вас к сероводороду нету этого отторжения, то есть его как бы попахивает. Если вы после этого, после коронавируса, вы запах не почувствуете, если у вас отшибло. Сероводородом она так попахивает тухлыми яичками. Водичка, но она полезная, и можно умываться. Пить можно для пищеварения. Ну, конечно, в каких-то лечебных дозах все это. Вот он, Антон Павлович Чехов, памятник. Ну и мы вот сюда дальше идем. Я вот хотел вот сюда вот пройти. Получится, нет. Тут сделали, построили же здание вот здесь вот. И какая-то экзотическая, какой-то экзотический экземпляр растения. Смотрите, с колючками вот такими вот. Вот еще одни апартаменты. Вот здесь вот построили дом. И там можно было пройти туда. Там как бы выход на эту. Сейчас посмотрим, открыт он, закрыт. Закрыт он. Ё-моё. Не работает. Что-то вообще тоска дела какая-то в этом году. Так, а здесь какие-то строительные работы идут. Еще не доделали, да. Плиточка какая-то лежит, стройматериал. И вот тут можно пройти туда к морю, посмотреть. Ну фиг пройдешь, перекрыто. Проход закрыт написано. Тут Сакура, застройщик, вот предлагает опять же жилище. Лавочки, плиточка, аккуратненько все. Вот на таких машинках ездить удобнее, конечно.
поставлены транспортом на какой-то большой, вот типа такой колымаги, на ней сложно пройти. БМВ написано. А вот это вот тир нашего детства. Тир нашего детства. Тир ДОСААФовский еще. Вон там вывеска. Местное отделение ДОСААФ России по муниципальному образованию. Городской округ Ялта, Республики Крым. ДОСААФ. Вот можно пострелять. Это здание еще древнее какое-то. Вот оно здесь как-то уцелело. Каким-то образом. Чей-то пес сидит. Лежит. Так, мне надо сюда. Сюда идти. Так, какие оригинальные скамеечки здесь, смотрите. Такой волной пошли. Девушки фотки делают. Здание, видать, понравилось. Что ли? Так. А это что за площадка такая ровная? Какая-то непонятная площадка. Ну и вот опера Прима. Ну, через нее выход на Приморский пляж. Через нее. Если через нее идти, то можно выйти на Приморский пляж и Приморскую набережную. Сейчас пройдем, кстати. Там видно меня, нет? Нормально более-менее, я думаю. Я тут горизонтальную сделал снег. Да ну, что? Да ну, не может быть. Снег, да ну. Тут вообще жара сегодня, 2 июня. Были на солнце, но чуть не сгорели, а до 12 посидели и ушли, чтобы не сгореть чертям. А вот это вот столовая по-домашнему. За 100 грамм там 100 рублей еды. Цены в этом году выросли. Так. Вот такой мостик. Тут тоже что-то ничего. О, связи не было, да? Связи не было. Включают еще что-то. Фонтанчики должны быть. Но почему-то они не работают. Так, вот, звоните, узнавайте. Так, и мы сейчас вот сюда вот пойдем. По этим ступенькам. Вот это, кстати, уже Приморская набережная, новая, которая построена. Совсем плохая, да, совсем плохая. Да, вот она, Приморская набережная. Вот она туда, там 3 этажа вниз. Здесь какой-то ресторан. Ну, сейчас мы до туда дойдем, там свернем на нее. Ее недавно. Несколько лет назад. Ну и тут, короче, на ней как бы торговая точка, центр, где много всего продают. Ну, бутики в основном. Да, тут, по-моему, не пройдешь, да? Что, я в эфире, нет? Вообще рвется связь, вообще жутко. Такая набережная, сейчас на нее выйти. Вон там памятник Пешкому Максиму Горькому. Ну и вот здесь вот это получается 3-й ярус, да, или... Да, 1, 2, 3, 4-й ярус это. О, кстати, какая-то дымка над Ялтой. Видно меня, надеюсь? Так, чат. Что-то никто не пишет. Напишите, как там видно меня. Видно качество картинки, как здесь
с Приморской набережной. Вот она, Приморская набережная. Как качество видео, как качество звука. Обычно здесь обычно когда стримят, плохое качество очень. Но вот я вижу, что уже какие-то люди купаются вот в море. Вон там есть единичные экземпляры, но есть они. Вот здесь вот несколько человек, двое человек. Ага. Здесь вот такие тюфики, на них можно посидеть. Такие вот здесь бортики. Но, к сожалению, их что-то нифига не моют. Поэтому вот эти вот следы от птиц, вот, то, что они садятся, видать, или летают, какают, остаются. Желательно, конечно, было бы их помыть, а то какое-то ощущение такое заброшенности немножко есть.